Здравствуйте, это программа «7 дней плюс», и сегодня у нас в гостях директор Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала Ильфир Ильшатович Якупов. Здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Прежде чем задавать классические вопросы, с которых часто начинаются интервью, все-таки спрошу про пандемийный год. Каким он стал для театра? Были испытания, действительно, были потери, но вместе с тем театр и удержался, и нашел новые формы. Насколько мы знаем, это благодаря онлайн-формату. Вот что вы можете, как бы подытожили ушедший год, наступивший? Да, действительно, 2020 год для всего человечества, можно сказать, стал таким испытанием, которое, я думаю, прошли достойно и приобрели. При этом же любое испытание, любое событие в человечестве, оно все равно дает толчок каким-то новым направлением. В данном случае, вот правильно сказали, интернет, освоение интернета, освоение каких-то программ, общение через интернет, общение через отдаленное вот такое не офлайн общение, а онлайн общение, и лекции, и с родственниками многие, и показ спектаклей для нас и для всех, я думаю, зрителей наших, которые нас не бросили, не оставили, а были даже в эти трудные времена с нами. Да, мы смогли в течение 2 недель переформатироваться. Хорошо, что, Аллах шикр, что у нас были записи спектаклей, которые идут в репертуаре на сегодняшний день, так как мы уже с 2018 года занимаемся интернет-трансляциями спектаклей, потому что это тоже был запрос от татар, которые живут не в пределах Казани, Татарстана, так скажем, далеко. Но, естественно, и мы каждый день или каждый год или каждый месяц не можем до них доехать, показать свое искусство, татарский язык, естественно, им продемонстрировать, чтобы они услышали. Мы решили вот интернет-формат осваивать постепенно. И вот в 2019 году еще мы в год театра приобрели мини-ПТС в театре уже есть. Год театра, когда просили дать какие-то проекты, мы вот интернет-проект вот это дали и смогли обеспечить наш театр. Фундамент уже был. Фундамент был, да. И мы могли записывать наши спектакли, которые в репертуаре идут. И таким образом в апреле мы начали с 8 апреля 2020 года транслировать на нашем сайте. И мы решили все-таки не устанавливать каких-то жестких цен на просмотр спектакля. Мы сказали, вы сами укажите, зрители, цены на просмотр спектаклей. Зрители сами начали устанавливать, и там было максимум, кто-то заплатил там 3000 рублей, кто-то заплатил 1000, кто-то 500. Таким образом, мы даже какую-то денежку даже заработали. Да. Я бы сказал, что не так много, естественно, там еще потребителей, но постепенно, я думаю, будет расти, потому что у нас очень много татар и в Америке, и в других, и в Европе. И гастролируете в интернете. Гастролируем в интернете, и есть потребность. И потом здесь мы даже статистику посмотрели, да, 95% это Россия, но Россия, матушка, тоже большая. В Пермь, Нижегородские области, Москва очень много, питерские татары очень много смотрели, брали трансляции. То есть эта статистика у нас уже есть, и у нас мы обслужили за вот апрель-май 2020 года по интернету 47 тысяч зрителей. Из них половина зрителей это новый зритель, которого мы вообще, они не приходили, не заходили на сайт. Таким образом, мы, получается, еще привлекли зрителей. И также мы смогли, у нас было назначено фестиваль Наурус, форум. Мы провели его онлайн. И мы поняли, что образовательную форму можно делать и онлайн-формате. Вот. А вот какая-то тоска по театру можно в каких-то цифрах вот выразить, когда в интернете были, и когда наконец-то театры в августе, да, по-моему? В августе, да, в августе, когда вы открылись. Было вот это столпотворение просто из людей, скучавших и тосковавших. Здесь, конечно, чуть-чуть вот этот вот момент случился, ломка у людей, и, естественно, такого большого наплыва не было, во-первых. Во-вторых, было ограничение 70%.
заполняемость зала только можно было бы. И также ограничение носить маски, сидеть в зрительном зале в маске через одного, то есть дистанции соблюдать и так далее, и так далее. Эти ограничения, они тоже как-то людей пугало. Зритель омолодился, зрителя стало молодежи больше, чем старшего поколения. Сейчас разговаривая, подводили пока итоги пандемийного года. Понимаем, что вы абсолютный топ-менеджер, который просчитывает аудиторию, который просчитывает направление, движение театра. Как часто вы вспоминаете, что вы в том числе актер? Ну, как никогда. А не хотелось бы? Нет. Почему? Как так произошло, что вот четкое такое определение произошло? С 3-го курса я работать начал журналистом параллельно учебе, и увидев мою такую вот, ну, как бы деятельную часть моей биографии, что ли, или такого вот, что не могу сидеть на одном месте, только заниматься актерством, Шамиль Зинурович Закиров, предыдущий директор, сказал: сходи в Министерство культуры, там нужен специалист по театрам. Я пошел, меня там оставили, и я закончил актерское, параллельно работаю уже в Министерстве культуры. Поэтому как-то такого сильного привязки не было. То есть я уже заканчивал, и я уже работал где-то, заканчивал курсы актерские и работал. Уже был чиновником. В этом уже как раз вы сейчас видите тоже успех, что прекрасно существует тандем Бекчентаев и Якупов. Во-первых, тандем бывает тогда, когда человек понимает друг друга и слышит. Надо просто тут уметь слышать и слушать. У каждого человека есть какие-то принципиальные моменты, но эти принципиальные моменты можно тоже подвинуть. Если умеешь двигать, это как вот, ну, в семье, муж и жена. Есть какие-то принципиальные позиции, есть, ну, не принципиальные. Иногда принципиально превращаются в непринципиальные. В творчестве они, естественно, еще больше. Тут же нету математики, 5 плюс 5 это 10. Мы не знаем, вот, допустим, к примеру, какой-то обсуждаем с Бекчентаевым, мы не знаем, он будет финансово успешный или творчески успешный. Потому что это живое искусство. Когда живое искусство, ты не можешь конкретно сказать, вот это так, 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 или будет вот так, так. Тут даже, ну, от 80 до 95% риска. Мы рискуем, естественно, вместе, 2 руководителя. И когда меня приглашали, и Бекчентаев после смерти Шамиля Зинуровича Закирова, я при нем тоже работал заместителем директора по маркетингу. И когда он сказал: давай, я хочу, чтобы ты был директором, я в Министерстве культуры сказал, я говорю: заключаю я договор с вами, с министром, и также должен заключить договор художественный руководитель, то есть главный режиссер. Учеба моя в актерском, конечно, это мне очень сильно помогает, и я с полуслова понимаю и Бекчентаев, я с полуслова понимаю и художников театральных, я с полуслова понимаю и артистов. Иногда Фарид Равкач сам мне говорит: давай, ну, перед премьерами, перед прогонами спектакля, зайди на репетицию, посмотри, пожалуйста, что ты там у себя в кабинете, цифры разные читаешь, мы же театром должны заниматься. Ну, да, это да, действительно, я захожу, и он иногда смотрит: вот сейчас, наверное, уснешь, где уснул, потом обсуждаем репетицию, где спал, где что, как, чего. Ну, вот это вот как бы умение слышать, он тоже говорит: да, и когда я предлагаю что-то, да, но может вот с таким-то чуть-чуть мои идеи, допустим, изменениями, я говорю: да, все хорошо. То есть нету такого принципиального вот так, да, вот так надо и все. А вот если происходит такая история, что, или были ли такие истории, что спектакль один финансово успешный, второй творчески успешный, как в этой, были ли такие истории, как в этой ситуации договаривались? Вообще в театральном искусстве смотреть только финансовую сторону или же творческую сторону, это не совсем есть, ну, как сказать, грамотно, может, даже. Потому что это у режиссера ремесло, он должен это делать и финансово успешно, и творчески успешно. И артисты то же самое. То есть здесь не бывает такого, чтобы или так только.
театральное искусство, оно никогда не может быть самоокупаемым. Если самоокупаемым сделать театр, надо 3-4 раза поднять билеты, стоимость билетов. Если делать самоокупаемым, если финансово, вот как вы задаете вопрос, делать финансово успешным, то тогда да, ну, кто пойдет, кто придет. Тогда он не будет автоматически финансово успешным, потому что люди не придут. Конечно. Все-таки какие спектакли, вот мы разговаривали с Рафалем Мухамедзяновым, он говорит, что все-таки мы это классика, вы это сейчас классика, какие спектакли являются самыми кассовыми? Именно классика? «Голубая шаль» сколько лет? С 26-го года. То есть почти 100 лет, да? Почти, да, скоро будет 100 лет. Мы все, мы и классика, мы и современность. Буквально вот на днях молодой режиссер Айдар Забаров, ученик Бекчентаева, Сергей Жиновача в ГИТИСе закончил, актерство закончил у Бекчентаева. Он поставил документальный спектакль в малом зале. Мы дополнительный спектакль ставим. Аудитория какая пришла? Молодая. Молодая аудитория. Среднюю есть. И ажиотаж большой, и они и интересуются. То есть это же не классика, не голубая шаль, не музыкальная драма, а документальный спектакль. То есть там герои говорят, как они жили, то есть то, что было с ними в реальности. Но принимает ли подобные эксперименты ваш классический зритель, который десятилетиями Да нет такого, что классический... Простите, нет, вообще нет сегодня, да? Нету. Нет такого? Нет такого. Нет, вот я хожу только на классику. Нет таких. Потому что вот эксперимент, это не надо понимать, что эксперимент, он непонятная вещь, мы обычно называем эксперимент. Это не совсем так. Вот документальный спектакль со стороны жанра, это как бы, да, эксперимент. А со стороны исполнения артистов, это, ну, я бы не сказал, что такой вербатим или же эксперимент. Я его не воспринимаю как эксперимент, я его воспринимаю как спектакль. Я вот зрителей вижу, которые ходят на «Голубую шаль», они же и ходят на современных авторов. Буквально Фарид Равкач Бекчентаев поставил 7 ноября, выпустил спектакль «На закате» молодого драматурга из Елабуги. Зритель тот же, который приходил и на «Голубую шаль», им интересно. Там вечная тема, в «Голубой шале» вечная тема любви, а на закате там вечная тема смерти. Это вот они две вечные темы. Здесь эти вечные темы. Тут разбивать на классику, не классик, современный, несовременный. Разные. И мы должны давать ассортимент для зрителя. Все-таки часто звучат немножко обвинения такие в консерватизме, да. Некоторые идут заявки, заявляют, что пора от «Голубой шали» отцепляться, да, в конце концов. Как вы реагируете на подобные, или не реагируете, либо продолжаете работать? Спокойно работать продолжаем, потому что это не мы цепляемся, это народ цепляется. Если в зрительном зале спектакль мы ставим, и в зрительном зале же мы их кнутом не загоняем зрителя, мы же бесплатно не раздаем эти билеты. То есть люди голосуют рублем. Если на «Голубой шале», да, который вот скоро 100 лет идет, на него зритель не будет ходить, естественно, мы его не будем ставить. Ну, чтобы совместить и творчески успешно, и финансово успешно, чтобы это она совмещается. Я этого чуть-чуть не до конца, потому что театр, он не может финансовую успешность, это значит, он очень дорогой. Ну, не получается так. Еще подобное заявление, что Национальному театру можно ставить и постановки на русском языке. С переводом на татарский. Только так? Да. Но вот в Буинске ставят... Да, я их периодически за это ругаю. Я в разных комиссиях. «Единая Россия» для малых городов выделяет же финансы. И я в комиссии, когда распределяется и театры заявляют спектакли, я там много тоже участвую в обсуждении. И когда один из членов комиссии сказала, а вот «Единая Россия» выделяет деньги, вы русскую классику на татарском должны ставить. Я тогда сказал, ну хорошо, русский театр тогда тоже на татарскую классику пусть ставит. Переводит на русский язык и ставит Буинский театр, Бугульминский театр. Таким образом поставил «Угасшие звезды».
на русском языке. Были времена, когда и Качаловский театр ставил татарскую классику, татарские произведения на русском языке. А играть непосредственно на русском языке, есть же русские театры. Мы говорим на татарском, все равно любой татарский артист, у него все равно маленький акцент. У меня, вот я сейчас с вами по-русски разговариваю, мне все равно темпоритм речи совсем другой, татарские. Темпоритм даже, я не говорю про акцент или что-то. Также у каждой национальности, у них свой менталитет и свой темпоритм жизни, мышления, говора и так далее, так далее. И зачем нам играть на русском языке, если есть русские театры, которым свыше 200 лет? Вот это и все. А так делать то, что нужно делать, то, что умеешь на 100%. Сегодня много идет разговоров о сохранении, развитии татарского языка, да, большие созданные комиссии, тут год родных языков народного единства. И вот как вы считаете, все-таки сегодня Татарский национальный театр, как через него популяризирует, наверное, татарский язык за пределами Татарстана? Вот вы онлайн-формат испробовали, да? Насколько вне татарской среде сложно выходить с татарскими спектаклями? Не ставите себе ли такую задачу? Ставим, нас приглашают. К сожалению, это не получается так часто, как хотелось бы. Это я о гастролях. Когда приезжаем, и в Самару приглашают, и в Оренбург приглашают, и в Пермь приглашают. Ну вот мы в Пермь должны были в декабре поехать. В связи с пандемией мы не поехали. В Москву у нас гастроли не состоялись в связи с тем, что в январе еще Москва, во-первых, 25% заполняемость зала была, во-вторых, все-таки был риск большой, для здоровья риск, поэтому мы не выезжали. Ну, а востребованы? Востребованы. И тут, опять-таки, сегодня, сейчас уже даже стало таким, даже восприниматься не только как обслуживание татароязычного населения за пределами Татарстана. Сейчас театральное искусство отдельно как искусство воспринимается. Если информация доходит до зрителя, если мы можем, если мы едем куда-то, достучаться, что мы приезжаем, посмотрите, это качественный спектакль, качественное театральное искусство. Не важно, на каком языке. Не важно. На сегодняшний день не важно, потому что мы прекрасно знаем YouTube, там переводят. Пожалуйста, заходите в Фейсбуке на любую новость, да, или же сообщение любого человека, нажимаешь перевести, и она все переводит. Незнание татарского языка не может отгородить вас от татарского театра, вы можете также его познать и услышать. Конечно. У вас было такое интересное измерение в одном из интервью, что там на одном из спектаклей брали, например, 80% наушников для перевода, там, да, в другой ситуации 50%. Как вы можете вот по количеству наушников оценить количество татароязычной аудитории? Там становится ее больше. Больше ли понимают татарский язык? Больше ли разговаривают? Как молодая аудитория приходит? Больше ли она требует перевода или вы слушаете в реальном времени? Да, насчет этого тоже мы следим. Наушники, когда выдаются, мы спрашиваем, сколько наушников взял. Я бы сказал, где-то 20% зала берут наушники. Ну, и всегда по-разному. Даже мы с директором филармонии, Кадыр Назарович, один раз тоже пришел на спектакль. Ой, наверное, очень много сейчас, вот, много берут, наверное, у тебя. Я говорю, нет, не больше 100, даже не больше 50. Вот давай вот сравним. Вот сегодня сколько взяли? Я попросил посчитать, сколько. Там 49, что ли, взяли было. 48 штук. То есть это на 800 местный зал, это не совсем большая. И потом, и это говорит о том, что не только, это же наушники взяли не только те, которые татары, которые не понимают по-татарски, это же может быть и русские, или же приезжие, или других национальностей. И у нас каждый день, каждый вечер спектакль синхронно переводится на русский и английский. Во время новогодних праздников со 2 января по 10 очень много, да, брали наушников. О чем это говорит? О том, что туризм большой. Туристы приезжали и приезжают, и смотрят, набивают в интернете театр слово, выходим мы или другой театр и приходят. Естественно, идут знакомиться с национальным. Да. И именно вот вы сказали русский, почему не играете на русском? Зачем? Люди приезжают слышать вот этот вот который мы говорим. Речь, уникальность вот это. Это же все равно слышно, это же все равно понятно. И в этом мелодику языка,
мелодику. Тот же самый, почему не отцепляйтесь от голубой шали. За 3 часа, посмотрев «Голубую шаль», можно и изобразительное искусство понять, музыкальное искусство понять татар, речь, мелодику, все вот это вот взаимоотношения девушки с парнем и какой-то менталитет можно почувствовать уже за 3 часа. А за 3 часа в Татарстане и Казань не объедешь. Это точно. Если посмотреть в целом на национальные театры в России, много ли их сегодня осталось и какие-то общие проблемы существуют? Да, на сегодняшний день, вы сказали, MBA закончил. Да, и в этом году я заканчиваю DBA уже, доктор бизнес-менеджирования, 4 года учился. И как раз у меня дипломная работа, долгосрочная перспектива Татарского национального театра. И мне пришлось изучать национальные театры России и национальные некоторые театры Европы и всего мира. И данные собирать по количеству зрителей, по заработку и так далее, так далее. То есть проводить некие анализы. Очень плохом состоянии, допустим, Алтайский театр. Единственный театр, мало говорят на алтайском языке. Вот они уже давно, уже в 2009 годах переходили на русский язык, национальный театр. И вот они добились чего. Если театр умирает, значит и нация умирает. Потому что нету зрителей, никто не потребляет эту услугу. Нет языковой среды. Да, языковая среда уходит у них. Хакасы на сегодняшний день тоже в тяжелом, потому что мало их остается и много переезжают к ним. Ну, здесь тоже нужно сохранять, каким-то образом нужно было им сохранить язык. Я вот смотрю на тюркоязычных, я отобрал вот Алтай, Хакасы, и то, что мне ближе, и мы с ними постоянно, каждый день сообщаемся, общаемся. В Туве мы были на гастролях с 2 спектаклями. Разговаривают даже на улице молодежь на тувинском языке. Нас это очень порадовало. Очень порадовало, и мы поняли, что тувинский язык еще будет жить, и значит, и театр будет жить, и нация их будет жить. Но они как-то обособленно, но тоже выезжают, приезжают. Но там тоже сейчас аэропорт построили, тоже будет иммиграция оттуда, да? И отсюда туда к ним. Вот эти, конечно, моментах нужно просто... Я не говорю, что аэропорт не строили, не открывали. А им надо принимать уже какие-то меры. То есть больше пропагандировать именно на своем языке вот эти вот, может, даже классику. Национальный театр – это дело республик, территорий, краев? Да. Нет специальных государственных? Федеральных национальных театров нет. И государственной политики, государственных программ по поддержке национальных театров? Только республики. То есть Республика Тыва обеспечит свой театр национальный тувинский. То есть это долг, да, ответственность именно самого края республики, в которой находится театр? Конечно. И нации. И народ должен беречь. Вообще, если вот смотреть национальные театры, один из старейших национальных театров – это мы, татарский. 115 лет. Потом Якутский театр появился, потом дальше Алтай, Тыва. Наш театр создавал народ. Наш театр не создавал по указу императора. Наш театр вышел из народа. То есть он, и пока народ жив, и народ потребляет, и дальше также будет, я думаю, потреблять. 115 лет в этом году же, да, Камаловскому. Да. А вот в завершении такой вопрос, что если бы из всех этих 115 лет в репертуаре Камаловского оставить только один спектакль, что бы вы выбрали, что бы вы оставили? Можно я отвечу таким образом? Для создания, я также проанализировал, для создания одного спектакля нужно 9 месяцев. Как рождение ребенка? Да.
И как я могу 29-27 спектаклей в репертуаре, и как я могу 29 детей, и как я могу сказать, ты нравишься, а ты не нравишься. То есть все дети? Да. Все дети. Все они очень дорогие, все они через труд. Через сердце, душу, сердце, через все органы тела прошли. Потому что, ну, действительно, это так. Я вот посчитал, минимум 9 месяцев, максимум 12 месяцев. Сергей Алексеевич, в завершении интервью хочется пожелать успешного года 115-летия для театра. Пусть он будет успешным, наполненной любовью зрительской, новых открытий, пусть будет, как и для нас, по журналистских экспериментов, но все-таки пусть они будут, и чтобы аудитория, конечно, значительно расширялась. Спасибо. Влюблялись в ваших детей все больше и больше и больше людей. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «7 плюс», и сегодня у нас в гостях был Ильфир Якупов, директор Татарского государственного академического театра имени Гляса Каракамала. Всего доброго.